Друзья, всем привет! 22 августа. И этот ролик я хочу начать с поздравлений. С днем рождения, Республика! Вечерком обязательно это дело надо будет отметить. Чтобы отметить это дело, надо, чтобы на стол, к праздничному столу, что? Праздничные блюда. Так что вечерок, 5 часов вечера, буквально 2,5 часа у нас осталось. Выезжаем на Печору. Выехали, вернее, уже вот сплавляемся, совмещаем полезное с приятным, экономим бензин. Попробуем половить хариуса. Если получится, хорошо. Малосолочка, жарешка. Давно уже мечтаю поймать хариуса, а то у меня уже пишут в комментариях, типа, что у вас за река Печора, только один окунь и все такое. Нет, у нас на реке есть хариус. Вот недавно Иван Григорьевич отправил по WhatsApp мне видео. Ходил на днях буквально на рыбалку и поймал, наловил неплохо хариусков. Вставляю видео, отправленное Иваном Григорьевичем, в этот ролик, чтобы также вы увидели. Приветы все ваши им передаю. Он тоже говорит, передавай и от меня. Всем привет. Так что всем привет от Ивана Григорьевича. Все нормально. Мужик в рассвете сил, рыбачит, занимается домашним хозяйством. Ну, в принципе, как и все нормальные люди. Сегодня были на рыбалке, и оказывается, хариус уже спускается. Вот 33 штучки зацепил так нечаянно. Красивый хариус очень. Итак, как мы видим, сегодня мы выехали на нашем моторе Suzuki. Так, сильно не качать, чтобы штатив не упал. Вот он, мотор Suzuki, который у нас болел долго и упорно, и которого я уже пытаюсь вылечить в течение 1,5 месяца, наверное. Короткая предыстория. Года 3, наверное, уже, так это вроде бы 19-й год был, да, неполных 3 года прошло. Имел неосторожность на полном ходу влететь в булыжник. Загнуло тогда у меня горизонтальный вал на редукторе. Раскрошила шестеренку вертикального вала. Ну и покоцала там шестеренку переднего хода, одно, другое, третье. В общем, решил отремонтировать своими силами. Заказал шестеренку вертикального вала, отправил токарю горизонтальный вал, мне его выпрямили, менять не стал в целях экономии почему-то. Видать, решил, что так будет лучше. Ну, в общем, поднимем мотор. Не дай бог, чтобы еще не задело. Вода очень мелкая, кстати. Река упала. Горят леса в округе. Вон, везде смог. Так, ладно, отвлеклись от темы. Ну, в общем, отремонтировал ее своими силами. Мотор поехал, но появилась вибрация. Я прямо это слышал, я прямо это чувствовал. И также говорил не раз на канале, что и как, и почему. Появилась вибрация, которая с каждым разом, с каждым годом все сильнее и сильнее усиливалась. Потом появились нехорошие звуки в двигателе. Но я понимаю, что если я сейчас его не отправлю на ремонт, пытаться самому ремонтировать смысла не было, потому что если бы даже я его разобрал, это надо было бы заказывать запчасти. А это время, это и дополнительные деньги. В общем, отправил я его на ремонт. Если бы, конечно, знать, как обернется, то есть какой суммой все это обернется, я бы даже и не начинал это делать. Доездил бы, сколько доездил. Месяц-два он бы, я так думаю, тарахтел. Добить можно было, просто добить. Убить, и чтобы он был невосстанавливаемый. И продать по дешевке на запчасти можно было бы. Но я все-таки решил отремонтировать, думал, что так будет лучше. Но в итоге сначала сделали капремонт двигателя мне, который мне обошелся где-то, в общем, около 30 тысяч, наверное. 8 600 с копейками я отдал за ремонт коленвала. В Ухте ремонт этот не сделали. Отправили в Сыктывкар. Там, в общем, отремонтировали мне коленвал. Все остальное сделали мне в Ухте. Вот кому интересно, просто на всякий случай отправлю, покажу наряд задания.
Там дефектовка двигателя, то есть разборка, сборка 6 с копейками. Ну, все увидите, то, что я вставлю сейчас фото этого наряда. Потом, ну, в общем, Санек, там, мастер, который мне занимался мотором, город Ухта, в общем, магазин Рыболов-сервис. Магазин Рыболов-сервис занимается также и ремонтом лодочных моторов. Вот там Санек мне перебрал двигатель и сказал, все нормально. Написал, что он сделал, поменял там подшипники, отремонтировали коленвал. Подшипник этот, подшипник тот, новые поршня поставили, новые кольца, цилиндры были еще нормальные, сальники. В общем, все, привез я мотор, поставил на лодку, поехал. И очень сильно разочаровался, потому что двигатель-то работал чище. Вот эти одни звуки пропали, а основной звук вибрации, который был, в результате которого полетели у меня все, ну, можно сказать, расшатался двигатель, он остался. Я ему звоню, Санек, говорю, звук не пропал. Он говорит, ну, я редуктор не разбирал, ты мне ничего не говорил. В общем, отправляю его по новой в Ухту, разбирают редуктор и отправляют мне вот такое вот видео. Сейчас также вставлю это видео, по WhatsApp отправил. По редуктору у нас нет зуба, износ шестеренки. Подшипник вертикального вала, то, что на шестеренке вот на вот этой находится, разбит. Шестеренка имеет износ. Сколы. На храповом механизме имеется, где он, скол. Подшипник, который находится внизу редуктора, имеет очень большой шум. Местами подклинивают шарики. Масло. Полные стружки. Вот. В общем, полный кобзец. Озвучил стоимость запчастей, и я сел на заднее место и думал, что дальше делать. Вертикальный вал там 16 копейками, горизонтальный там 12, шестерня там переднего хода 7. Но тоже поставлю на ряд задания, сколько стоит, что стоит. Если кому интересно, можете посмотреть. Вот. Очень долго искали вертикальный вал, потому что вроде Suzuki все одинаковые, но каждый год выпуска вертикальный то короче, то длиннее немножко. Не каждый вертикальный вал подходит друг к другу. В общем, через 2 недели нашли вертикальный вал в городе Сыктывкар, привезли, поставили. И вот на той неделе съездил я в Ухту, как я вам уже ранее говорил, привез мотор. И сейчас мы будем его испытывать, как он себя сейчас поведет. Немножко волнительно, но получается он полный капремонт. Капремонт двигателя, капремонт ноги, капремонт редуктора. Все новое, как они мне заявили, что все оригинальное, все от мотора Suzuki. То есть ничего китайского нет, все запчасти оригинальные, из-за этого такая высокая стоимость. Ну и проверять, естественно, я не стал, поверил на слово. Гарантию год на двигатель мне дали. В принципе, устно сказали, что и редуктор с ногой тоже год гарантии. Если честно, знать бы, что вот это мне обойдется, ну, с поездками, это, считай, потеряно 3 дня. Каждая поездка 200 туда, 200 обратно километров, сами считайте, 400 километров. Это, грубо говоря, почти бак бензина на машине.
со всеми поездками мне обошлось это где-то 80 с лишним тысяч. Это около 90 тысяч, плюс потерянное время эти 3 дня. Если бы я знал заранее, я бы никогда не начал даже ремонтировать этот мотор. Купил бы китайца. Китайские моторы сейчас есть. И в принципе, если аккуратно пользоваться, то ездят, ходят так же. Не буду озвучивать марки моторов. Ну, в общем, есть такие моторы. О, уточки 2 летят. Кстати, у нас уже охота открыта 2 дня. И вот летят уточки, а я ружья даже не взял. Ну ладно, не за утками мы сегодня поехали. В общем, можно было бы добить этот, купить китайский. Вышло бы намного дешевле. Продал бы этот по дешевке на запчасти, добавил бы сумму. Тем более, если бы я еще не купил гибрид. Гибрид еще 32. А получается, это 120 тысяч я потратил этим летом. В общем, то, что я работал, я столько не заработал. Честное слово. Конечно, нет. Я просто влез в огромный минус, и супруга меня уже ругается, ты достал своими моторами. Ну дай бог, чтобы он нормально отработал. Без моторов тоже никуда, вы сами понимаете. Вихрь вихрем для определенных нужд. Гибрид, он тоже нужен, он экономный, он тоже будет ездить у нас по мелководью на этой лодке. Сузучку я поставлю на казаночку, и тоже для определенных целей, только надо, чтобы немного поднялась, прибыло хотя бы немного воды. Вот такая вот болтовня, и сейчас будем испытывать наш мотор. Ну а для начала покажу вам, что творится с нашими лесами. Это вот такой вот густой смог, горят леса, потому что то похолодание, которое было на рыбалке, когда мы были с друзьями, прошло, вновь опять потеплело, стоит засуха. Леса горят. В общем, все очень и очень печально. Вон везде смог. Вода опять упала. В общем, не знаю, сколько это будет продолжаться. Но у нас опять наступило лето. Но лето так лето, что теперь? Скоро сентябрь. Через неделю уже сентябрь. А это уже точно осень. Скоро начнется уборка урожая. Закончатся все работы. И потом можно будет уже заняться тем, что мне нравится. Ну что, попробуем завести мотор. Сейчас немного оттолкнемся. Только немножко надо оттолкнуться. Самосплав самосплавом. Мы наехали на миль. То есть скоро наедем вообще на миль. Теперь, не знаю, 10 лет назад, когда я покупал мотор, он стоил дешевле. Я купил его в городе Киров. Там цены подешевле на моторы, где-то 75. Ремонт обошелся дороже. Но сейчас, говорят, новые Suzuki стоят еще дороже. Там мне еще сказали, что я бензин разбавлял лукойловским маслом 2Т, но начал экономить. Мотул, потому что очень дорогое масло, я начал экономить. И мне сказали, что Геннадий, лучше не экономь на масле, покупай масло для лодочных моторов. Купил я сейчас, конечно, не мотул. Залил в редуктор Хидея какое-то масло. И разбавляли мне бензин Хидея тоже. Купил разливное масло, там китайское какое-то. Сказали, лучше это, чем Лукойл. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, сейчас мы шума-то не услышим. Ну, с Богом. Не понял юмора. Что не заводится? Заводился с полпинка. Вот так вот. Воду качает теперь хорошо. Саня сказал, что все забито было песком, мелкими камнями. Циркуляция воды
получается, была маленькая и неполноценно вода циркулировала, и по этой причине были прихваты поршней. Но если вы помните, как работал у меня мотор 1,5 месяца назад, я сделал вот где-то на этом месте тоже включение, то по крайней мере сейчас звук намного чище. Попробуем включить скорость. Там еще у меня гуляла как бы волной. Вот это сказали от сальника. Сальник поменяли. Устойчивый малый ход, в принципе. Сейчас выйдем на глубину, попробуем дать. Но мне сказали обращаться с ним как с новым мотором. То есть надо пройти сейчас обкатку и полные обороты давать пока двигателю не будем. Будем обкатывать его как новый мотор. А что он как новый получился? Получается, сколько он? Полностью все поменяли. Сейчас все новое стоит. И как утверждают они, все оригинально. Не знаю, как бы таких посторонних шумов нет. Попробуем немного добавить. Едет. Сейчас до средних еще добавлю немного и все. Пока не буду. Потом успеем это дело. Вот примерно средние обороты. Ну давайте на короткий промежуток немножко прибавлю еще. Так, ну что, друзья, как мы видели, мотор едет. Дай бог, чтобы он проездил как можно дольше. Не год гарантии, как получается, а хотя бы 5-6 лет. До ремонта отъездил почти 10 лет. Я так думаю, если бы не удар об камень, он бы ездил и ездил. Suzuki мотор неплохой, но получается очень нежный. А с такой нежностью, я думаю, разницы нет покупать Suzuki, японца или того же китайца.
китайские моторы ездят не хуже. Это чисто мое мнение, может быть я не прав, не знаю, но кто-то китайские моторы ни во что не ставит. Хотя тут сейчас уже у половины, наверное, китайские моторы ездят и никакой разницы. Вот у меня товарищ сейчас ездил на моторе. 15 сил, он... 9,9. Он раздушен, говорит, он под 15 или под 20, он просто поливает, ездит. Вот сейчас видел на этой неделе его. Не буду говорить, что за марка, чтобы не делать рекламы, потому что вдруг кому-то это не понравится. И если что-то случится у меня с этим мотором, я тоже буду покупать дешевый китайский мотор. Как-то вот так. Ну а теперь сворачиваем аппаратуру и едем на полных оборотах к месту рыбалки. Первым делом попробуем половить хариуса, если получится. Если он ловится, он будет ловиться. Попробуем с дорожки, попробую покидать бомбарду. Ну, если нет, попробуем половить окуня хотя бы. Ну, надеюсь, одну рыбу-то сегодня поймаю. Погнали. Эх, давай, родной. Работай долго. Ты у меня золотой вышел уже. Золотой мотор. Что-то звуком включился как-то. Вроде раньше этого звука не было. Не помню уже. Мы и на месте. Кинул якорь. В общем, расправлю дорожку, поставлю бомбарду, поставлю мушку с бомбардой на спиннинг и попробуем покидать. Осталось нам рыбачить уж совсем немного. Солнышко вот уже на заходе, получается, на закате. И не вижу ни одного всплеска. Вот остановились, пока ничего не видно. И что самое печальное, нет рыбаков. Обычно, когда ловится рыба, здесь рыбаков хватает. 1, 2, 3 лодки. Ну, посмотрим, что гадать, что стоять. Поехали. Вот дорожка у меня. Такая вот дорожка с такими мушками. Две эти практически одинаковые. Одна зелененькая с черным хвостиком. Четвертая. Эти две тоже почти одинаковые. И такая вот. В общем, все эти мушки, тройнички, сделала мне и подарила Ирина Баранова с Питера. И сейчас мы их будем испытывать. Некоторые наконец вешают блесну. Ну, в принципе, мы, наверное, тоже сейчас повесим какую-нибудь блесенку. Хуже не будет, это точно. Что у нас? Маленькую вертушечку сейчас. Маленькую, самую маленькую. Вот такую, наверное, вот. Золотую копеечку от Бульфокса. Или такую можно. Без разницы, в принципе. Сейчас посмотрим. Так, друзья, что бы вы поставили? Копия Бульфокса или двоечка? Поставим, наверное, не знаю, вот эту копию Бульфокса. Посмотрим, что да как. Дорожка по Коми Республики. И будем распускать потихонечку. Можно было, конечно, поставить кораблик, но кораблик я куда-то хорошо положил и не могу найти. Бывает и такое. Еще лодка едет.
Основная леска у меня здесь где-то 0,6. Поводки 0,32. Вроде бы. Но 0,3 точно есть. Видел у друга, у Эдика, дорожку. У него что 0,5, 0,6 там. Поводки такой же толщины. Говорит, никакой разницы. Если клюет, то берет одинаково. Зато уже 100% гарантия, что не оборвет леску. Ну, посмотрим. Казаночка. Так, дорожку распустили. И теперь пока поклевок не было. И теперь вот так вот сделаю петлю. И покидаю бомбарду. Если поклевок не будет, буду менять места туда-сюда. В общем, будем ждать поклевок. До первой поклевки. Это пусть пока вот здесь вот. Если кто-то клюнет, сразу она дернется. Так, вот такой. Сейчас покажу, какой монтаж снасти я сделал. В общем, на плетенку прицепил на петле прямо без поводка вот такую мушку, оса, двойник. Мушка от Василия Чупина. Отправлял мне подарок. Потом идет где-то через полметра бомбарда. И на поводке опять же вот такая оса, двойник от Василия Чупина. И сейчас мы посмотрим. Он плесканулся небольшой хариус, вижу. И сейчас мы посмотрим, испытаем, так сказать, эту снасть. В принципе, как работает бомбарда, я показывал вам уже в прошлом году. Прошлый год харюском мы поели очень даже хорошо. Здесь так себе. А вот когда ездил, опа, так вот где-то там вот был всплеск. Бомбарда вообще уловит. Самая уловистая снасть, в принципе. Можно попасть практически в любую точку в радиусе 60-70 метров. Вот сейчас вот сплавляю бомбарду до того места. Вон второй всплеск. Хариус показал себя. И просто сейчас мы увидим, если хариус... О, есть поклевка. Хариус поднялся, показал себя. Но только походу он такой не крупный. Поклевочка была. Сейчас потихонечку вот так вот будем тянуть. Аппетит-то, видать, у него не очень. Так, что у нас с дорожкой? Походу ничего интересного. Намотала траву на первую мушку. В общем, все ясно. С аппетитом, видать, сегодня у рыбы не очень. Ну ладно. Время еще у нас есть. Ну, дорожка, ее надо ездить на моторе. Влево-право, туда-сюда. А бомбарда никуда ездить не надо. Стоишь на месте и кидаешь. Вот там вот вроде более-менее. Сейчас попробуем. Вот где-то вот тут вот он показывался. В идеале, конечно, небольшой ветерок для хариуса. Когда ветерок дует, лучше клюет. А когда полный штиль, вот, поднимался, было тюк, тюкнул, но не зацепился.
Я специально попросил Ирину Баранову сделать тройники побольше. И Василию Чупину также, потому что хоть меньше мелочи, молоди цепляются. Они прыгают, но не цепляются. На мелкие тройники цепляются, проглатывают всякая мелочь. Потом она повреждает губу себе и может не выжить. Не очень. Хотя бы штук 5 на жареху выдернуть. Таких средненьких более-менее. Больше ничего не надо. Елена Геннадьевна сегодня, дочь уехала в Троицк уже, поселок, готовится. Все. Скоро уедет учиться дальше, 2-й курс. Останемся мы с Генчиком вдвоем, пока Ромка не приедет. Не хотят. Ну ладненько. До первой поклевки. Хариус есть, Хариус прыгает, но не хочет брать. Так, сработала дорожка. О, Харизок. Дойдет, не дойдет. Дошел. Вот такой вот небольшой Хариус. Но мы тебя отпускать не будем, потому что... О, там еще один. Хотя бы на жареху соберем. Вот такие вот средненькие харюски. Опа, опа, опа. Вот один клюнул на такую мушку вот. Вишнево-голубоватая. А второй я даже не понял, на какую, на яркую. В общем, 2 штучки мы поймали. Еще штук 5 и полная сковородка. Ну что, начало есть. Спасибо. Опа, забрызгали. Так, что глянул. Спасибо тебе, Ира Баранова, за мушки. Вон твои мушки уже сработали. 2 харюска уже есть. Так. Сейчас попробуем покидать бомбарду. Ветерок нужен. Поднялся бы небольшой северный ветерок, когда волна идет, Хариус берет лучше. Опа, есть. Клюнуло что-то на бомбарду. Что-то идет. Сейчас посмотрим. Ну, это уже... Этот друг совсем не друг, Васек. Все правильно, ушел. Я бы тебя так и так отпустил. Крупного нет. Прошлый год здесь хорошие брали. Да и, судя по видео Ивана Григорьевича, говорит, походу Хариус начал спускаться. А Иван Григорьевич знает, что говорит. Скоро осень. Скоро пойдут листопадники. Будут спускаться с лесных речек. Но здесь пока... Вот вижу, нет-нет, да вот прыгают. Одна мелочевка. Крупного нет, Хариус. Ладно, до первой поклевки. Ну вот, вроде зацепился. Не знаю, дойдет, не дойдет. Но что-то клюнуло. Вот он идет. Но походу малышок. Малышочек. Ты нам
не дружочек. Вот такой вот. Бляха-муха, ну куда ты дергаешься, ёшкин ты кот? Эх. Да я ж тебя отпустить хочу, дурачок, блин. Взял, подпрыгнул в лодку прямо. Сработала мушка от Василия Чупина. Вот еще была поклевка. Вот еще нет. Один более-менее, второй мелкий. 2 штуки прыгнуло, но не зацепились. Солнце уже спряталось за тучи. И везде смог. Горят леса. Вон, везде. Деревни даже не видать. Вот она. Моя деревня там. В дыму. Опа, о, бляха-муха. Вот это был более-менее. Но, к сожалению, сошел. Такой достойный был. Так, может быть, еще возьмет. Вот я говорю, там 2 прыгают. Один более-менее. Но он укололся капитально. Вот так вот. Где-то там. Где-то был он здесь. О, погнался за мушкой один. Этот мелкий, который вроде бы. Не, второй раз не взял. Какой укололся? Он реально сошел. Бывает, берут 2-й и 3-й раз, но это редко, в редких случаях, когда у них жор есть. А сегодня у них аппетита, походу, нету. О, не хочет. Не хотят. Вот, повыше пошел. Так, повыше. Это уже 3-й получается. Так, вот так вот. Точечный удар. Так. Где-то здесь. Вот. Поднимался. Но не взял. Не захотел. Ладно. Ну, будем кидать до первой поклевки. Так, тем временем вроде у меня клюнуло. Клюнуло вроде бы здесь. Ну-ка. Да, вроде что-то есть. Что-то дергает на дорожку. Что-то идет. Раз. И на матрас. Такой же среднячок. Отлично. Отлично. Янцкадан. Работает дорожка-то. Госстандарт, все одинаковые. Четвертый. Ну, еще штучки 3. Хорошая жарежка уже будет. Так, кидаем упорно туда, где мы видели последний раз более-менее крупного хариуса. Вот, но это не тот. Вот еще раз. 2 раза поднимался, но не взял. Не хочет. Дорожка, чтобы вот так гуляла, и изредка вот делаю вот так вот. Сначала в одну сторону мотор. Она потихоньку идет туда, влево. Потом
в другую сторону. И получается в радиусе метра где-то мушки ходят влево-право. Ладненько, до первой поклевки. Зацепил хорюска, но очень далеко. Вон он где. И такой, походу, не крупный. Вот там дальше плещется покрупнее. А этот вообще мелкий какой-то, походу. Ну, посмотрим. Познакомимся, так сказать, поближе. Если такой... А, не. Мелочевка. Не наш размер, Васек. Ты нам не дружок, не дорос. Иди гуляй. Вот там дальше есть крупнее, но он что-то брать не хочет. Вот там где-то, да. Там где-то есть покрупнее. Он показывал себя пару раз. Но не хочет брать. Покрупнее, поумнее. Есть поклевка. Такой середнячок. Лишь бы дошел. Ну, еще немного. Еще чуть-чуть. Есть контакт. Такой же, как и те. Не крупный, но сковородничек. Такого уже можно брать. Раз, два, три, 4, 5. Еще 2 штучки осталось поймать. Еще 2 штучки. Еще только 2. Сразу пойду. Даже не задерживаясь. Сразу пойду вот сюда вот. И начну сплавляться, кидая блесна. Еще парочку бы и все. Хариус мало того, что берет плохо, так он еще не тех размеров. Мелковатый. Вот 2 бы не отпустил, было бы уже 7. Так что все. Больше не отпускаем. Давайте такие же хотя бы еще парочку и все. Кто смелый. Что-то у нас дорожка молчит. С корабликом хорошо. Кораблик дернул, он влево пошел, дернул, он вправо пошел. А что дорожка? Дорожка так редко когда может взять. Надо двигаться самому. Ух ты, вот это полетело. На 100 метров, наверное. Почти всю катушку вымотала. Ну, не хотят. Там есть, точно есть парочка там, но не хотят брать. Очередной малыш. Отпускаем. Взял вот тут вот возле лодки, я даже включиться не успел. Мелочевка, нету крупного. А Иван Григорьевич отправил. Оп. Вот этот был более-менее, но не взял. Хорошо. Вот как-то мы с ним в сентябре тоже попадали на крупного хариуса. Такого даже ловить неинтересно. Ни одного достойного. Так. Несколько средних и мелочевка. А крупного нет. Нет. Ну и ладно. Подождем. Значит, до сюда еще не дошел крупный. Так, друзья, есть контакт. Клюнул на дорожку и ушел. А нет, есть. Пока есть, пока идет. Так. Пока идет. И пришел. И пришел 6-й.
Вот такой вот взял хорошо на зеленую мушку. Зеленая мушка от Ирины Барановой с красным хвостиком. 4 хариуса поймала дорожка, и все на разные мушки. Так что все мушки Ирина работают. Все отлично. Даже при всем бесклеве есть поклевки. Так, это у нас 6-й. Осталось поймать одного, и можно идти ловить окуня. Ну, сейчас точно будем кидать. Вот там вот хороший прыгнул. Еще бы вот его вытянуть, и было бы здорово вообще. Ни секунды, сразу поднимаю якорь и иду вот на берег кидать резинку. Вот еще одного, и все. Ну давай, 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 давай. Так, вы тоже пока дорожки мушки погуляйте. Вот стояла, нет, хариуса, видать, надоело. Мелькает над головой. И взял на стоячку. Солнце все практически село. Осталось пол диска, и все. Тем временем нас начало потихоньку сносить. Сносить нас пока не надо. Видать, здесь глубина хорошая и течение сильное. Я уже выехал на фарватер. Солнце полностью село. Думаю, хоть здесь, может, на глубине покрупнее. Но нет, на глубине брать не хочет. А там вот ближе к берегу была одна единственная поклевка, и все, укололся и больше не хочет. Вон здесь в этом месте река. Сюда немножко, и здесь на берегу. 100 метров, вот тебе и река Печора. А дальше там идет уже мель. Вообще река пересохла. Нет судоходства, нет реки. Раньше здесь катера ходили все лето. Копали фарватер, копали. Сейчас уже лет 30 никому это ничего не надо. Не хочет. Была попытка, но, видать, не суждено. Еще минут 5 покидаю, и нет, так и нет. Не будет 7-го, и нет. Так и стемнеет скоро уже. Солнце село, сейчас все махом. С каждым днем день становится все короче и короче. Скоро осень. А что, уже осень, можно так сказать. Листья желтеют. Ночные заморозки бывают, но не минус, но уже холодно бывает ночью. Так что, не знаю, видно, не видно, береза местами вся уже желтая. Не полностью, но уже есть, начало желтеть. Также ивняк уже желтеет. Все, день-два пойдут дожди, и все это, считай, уже будет осень. Так раздетым уже не походишь. Так, друзья, у нас поклевочка на дорожку. Нет, уже ушел. Блин. Пока включалась камера, была поклевка, но ушел. Такой же средненький. Так, еще пару забросов, и все. Убираю бомбарду, ставлю вертушку. И попробую здесь на свале. Здесь, в принципе, окунь тоже должен быть. Попробую здесь поймать. Не всегда он в траве, бывает и на перекате стоит. Бывает, он берет и мушку. Сейчас специально закину сюда в глубину в тиховод. О, что-то было.
Что-то тюкнуло. Сейчас посмотрим. Ну, может, ищем на перекате, а он на тиховоде может быть. Только я не понял, окунь это был или хариус. Но кто-то тюкнул. Ну вот и поклевка. Сейчас мы посмотрим, что там клюнуло. Даже двое, что ли? Да ладно. Окуня, наверное, по-любому. Ну да. Что и требовалось доказать. Ну все. Этих окуней мы берем. Коту. Белый уже меня давно ждет окуней. Взяли на мушки. Вот так вот. Ладно, 6 харизов поймали. И то хорошо. 3, 6, да. Может быть, ненароком на дурнину еще возьмет 7-й. Вот туда вот закинул. Это не резина, это мушки, считай. Вот там свал получается, перекат. Свал, и тут как бы более-менее тиховод. И он тут здесь стоит. Сначала раз тюкнуло, потом второй тюкнул. Дорожка будет здесь на течении побудет. Может быть, кто-нибудь еще и соблазнится на нее. Одеваем резину и начинаем кидать. Верхняя мушка пусть будет. Бомбарду сейчас уберу и поставлю резину. Ну все, поднимаем дорожку. Заехали на мель. Да еще и леску оборвал. Попробуем. Леску, в смысле, плетенку оборвал. Попробуем сейчас спасти. Пока видно что-то. Если получится, если найду. Вот здесь вот где-то, да навряд ли я найду. Все-таки там ценная мушка. И резинка. Резинка желтая, яркая. Возможно, и найду. Если нет, если вода не упадет, найду завтра. Место приметное. Вот топляк, вот травка. В общем, не получилось у нас пока рыбалки на окуня. Те 2 окуня, что клюнули на мушки, были первыми и последними. Так, все, сматываем мушки, сматываем дорожку и переезжаем на другое место, на окуневое. Так, ну что, минус мушка, минус жиголовка, минус уловистый виброхвост. Коряг не нашел, проволоки не нашел, скорее всего, куда-то зацепился джиголовкой об камень. И где-то здесь в камнях. Но сейчас в сумерках уже навряд ли что найдешь. Вы что-нибудь видите? Нет? Я тоже нет. Но где-то здесь она в камнях. Еще можно сделать попытку, когда будет светло, глянуть. Да, нет, нет. Ладно, не будем терять время. Солнце село, начало темнеть. И у нас уже совсем не остается времени, как всегда, как обычно. Но на этот раз мы уже не идем домой с пустыми руками. Принесем 2 окуня коту и 6 харюзов. Так. Ну что поставить-то? Резинку я утопил. Попробую вот эту маленькую рыбку поставить. Темнеет на глазах. Еле-еле видно уже.
Что, пробуем на вертушечку. Далеко ехать смысла уже не вижу. О, видали, да? Кто-то здесь есть. На верхушке этого кто-то не взять. Это или щучка, или язь. Гоняет мальков. Тут надо типа воблера, что-то плавающего. Сейчас поставлю, если не возьмет вертушку. Оп, есть. Опа. Взяла вертушку, но это походу была щучка небольшая. Похожее было что-то на щучку. Как раз 7-я была, но не дошла. Ну и ладно, бог с ней. И нам осталось рыбачить где-то еще часика, говорю, минут 5-10, не больше. Сейчас начнет темнеть просто на глазах. Итак, друзья, темнеет прямо на глазах. Пока перевязывался, искал поводок, перевязал оборванную леску. В общем, уже стемнело, так что пока что-то видно. Давайте подведем итоги. Это у нас сегодня в улове 6 харюзов и 2 маленьких окушка. Что планировали, в принципе, сделали. Ну, не 7, но 6 есть. 2 отпустили, 3 сам ушел. Мелкие, хариус мелкий. Пока рановато. Вон здесь вот кто-то плещется, я не знаю кто. Или щучка, или окушок, или харюзок, не знаю. Здесь сошла у меня щука. В общем, поставил воблер, покидаю буквально еще минут 5. Вот. Ну вот, друзья, вы сами все видите. Время без 5:08, а уже все. Уже практически темно. Не теряя ни минуты, все, выезжаю. И едем домой. Потому что по такой мелкой воде, а потом дорогу не найду. Тем более вот такой туман, смог. Вообще противоположного берега практически уже не видно. В общем, улов у нас не изменился. Это вот 6 харюзов и 2 маленьких окушка белому. Дело не в улове. В принципе, я доволен. Поймал харюсков. Так что на Печоре есть не только окунь, но и хариус. И сегодня у нас будет на столе за ужином свежая рыбка. В День Республики маханем мы рыбацкого. За наше здоровье, за ваше здоровье и на мир во всем мире. Всем спасибо за внимание. Вот такой вот получился ролик у нас. 22 августа. День прошел. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбалка.